Открывая еженедельное совещание Кабинета министров, председатель правительства Владимир Сластенин делает акцент на недавнем открытии в регионе Дома молодежных организаций. Большое событие, хотя бы есть очаг культурный, где молодежь собираться, тоже молодцы. В рамках повестки сегодня в правительстве рассматривают 3 ключевых вопроса. Основной – это реализация в Ингушетии национальных проектов и федеральных программ. Как отметил Бикхан Мальсагов, на сегодняшний день работа идет по графику. В этом году в рамках поддержки федерального центра в планах также продолжить работу по улучшению качества жизни населения республики. Объем финансовых средств, направленных на эти цели, составляет более 4 миллиардов рублей. Из этого объема средств уже мы подписали контракты на 499 миллионов 71 тысяча. Это составляет 11,7% от общего объема средств на 2025 год. Кассовое исполнение 340 миллионов 509 тысяч. Всего это 8%. Кассу у нас в этом году уже открыли Минстрой 50 миллионов 573 тысячи, Минтруда 63 миллиона, Минавтодор 177 миллионов и Миноборнауки 49 миллионов 500 тысяч. Далее участники совещания обсудили вопросы о подготовке к защите территорий и населения республики в период весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году. На сегодняшний день обстановка в регионе в норме. Уровень воды на реках Аса, Сунжа и Арамхи находится ниже показателей опасных отметок. Для обеспечения контроля на гидрологической обстановкой на территории республики готовы к работе 2 стационарных гидропоста. Один находится на реке Сунжа, второй на реке Аса, в сельском поселении Лужичи. При возникновении неблагоприятных погодных условий органов местного самоуправления дополнительно выставляют временные гидропосты. Еще один вопрос повестки – ситуация с ценами на продовольственные товары и принимаемые меры по предотвращению роста цен в период месяца Рамадан. Минпромсвязь, как орган исполнительной власти, проводит определенные мероприятия в целях стабилизации цен. В январе, например, текущего года подписан меморандум, устанавливающий торговую наценку на такие позиции, как сливочное масло, растительная картофель, капуста, морковь и лук. В течение текущего года о не более 10% роста цен, недопущения более. К указанному меморандуму присоединились около 15 торговых предприятий, такие как Гарант, Светофор, Назрань, Сунжа, Малгобек, Империя Вкуса, Автовик и Муравейр. В рамках совещания поговорили и о проведении сельскохозяйственных ярмарок в период священного месяца. Они проводятся по поручению главы республики Минсельхозом Ингушетии с целью предоставить жителям региона возможность приобретения продуктов по ценам производителя. Их задача – недопущение резкого роста цен на продукцию. Первая ярмарка пойдет в Малгобекском районе 9 числа с главой Малгобекского района согласовано. Он уже начал работу проводить по организации данной ярмарки. Дальше у нас каждую субботу будут проходить во всех районах. Также в рамках совещания участники обсудили отбор граждан на военную службу по контракту и подготовку к весенней призывной кампании. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.